В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Республиканская экспедиция «Вахта Победы» Якутии начала свою работу. В ближайшие 2 недели участники посетят Тампонский и Хангаласский район. Лето – время позаботиться о здоровье. В Якутске продолжается акция «Здравосмотр», предлагающая бесплатные медицинские услуги. 1 000 000 рублей на развитие своего дела. В Якутске проходит региональный этап конкурса «Мама-предприниматель». Более 100 якутянок борются за главный приз. 4-й международный детский культурный форум в Москве обещает быть насыщенным. 12 школьников из Якутии уже готовы к участию. Душевные мелодии и теплые встречи на берегу Дружбы. В Томмоте завершился 19-й фестиваль бардовской песни. Обильные осадки стали причиной временного закрытия участка автодороги Омикон в Якутии. Размыв дорожного полотна на 66, 100 и 130 километрах трассы привел к полному прекращению движения для всех видов транспорта на участке до 177 километров. Ограничения введены с 18 августа по распоряжению Управления автомобильных дорог Якутии. Образовательные организации всех уровней на предстоящий учебный год суммарно приняли свыше 43 тысяч заявлений от абитуриентов. Популярностью, как и в прошлые годы, пользуются направления подготовки по медицинским специальностям, инженерно-техническому направлению и педагогическому профилю. Опубликованы списки зачисленных в вузы республики в основной этап. На бюджетные места зачислены свыше 3000 человек. Прием документов профессиональной образовательной организации завершился на прошлой неделе. Популярными направлениями подготовки стали здравоохранение, образование, техника и технология наземного транспортного обеспечения. В этом году первокурсниками стали 728 человек, из них 214 это в рамках отдельной квоты, 170 человек это по особой квоте и 344 человека поступили по целевой квоте. На места в пределах отдельной квоты зачислены также 2 героя России по заочной форме обучения в АГАТУ. В преддверии нового учебного года в столице республики активно продолжаются работы по подготовке образовательных учреждений. В этом году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» в Якутске проводится капитальный ремонт в 2 объектах образования. О ходе работ в школе номер 16 в материале Виктории Готовцевой. Обновленное здание окрашено в цвета триколора. Патриотическому воспитанию в этой школе уделяется особое внимание. Здание 90-го года постройки получило новую жизнь благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». Общая площадь объекта более 4000 квадратных метров. Уже мебель мы занесли по кабинетам, разнесли. Уже родители в субботу на субботнике отработали начальной школы. В эту субботу уже, я думаю, придет вся школа, уже свои кабинеты будем приводить в порядок. Поэтому я думаю, что 1 сентября мы встретим в новой, красивой, отремонтированной, современной школе. Мы этого капитального ремонта ждали без преувеличения несколько лет, потому что здание с 90-го года практически ни одного капитального ремонта не было. Ну, какие-то там небольшие замены кое-чего. В эти дни работники устанавливают автоматическую пожарную сигнализацию. Помимо этого, в каждом кабинете будут смонтированы камеры видеонаблюдения. Кроме безопасности, администрация школы не забывает и об эстетике. У каждого этажа своя цветовая гамма и направление. А пустые стены в коридорах в скором времени украсят символические муралы. Эскиз придумывал педсостав вместе с родкомитетом. Мы договорились, что любые родители по желанию мы кидаем в группу предложения и приходят, смотрят. Ходят, проверяют, выставляем мы фотографии. У нас было несколько комиссий. У нас недавно на той неделе был партийный десант. В этом году в рамках федеральной программы капитальный ремонт проводится в 14 образовательных учреждениях республики, включая 10 школ, 2 детских сада и 2 учреждения среднего профессионального образования. У нас 25 и 27 года предусмотрено финансирование больше 2,5 миллиардов рублей. Эта программа в целом работает с 2022 года, и в целом по всей республике отремонтировано больше 102 объектов и профинансировано около 7 миллиардов.
рублей. Ну, в городе Якутске капремонт идет вот Сахакарийской и 16-й школы, и Республиканской коррекционной школы. Но в целом у всех готовность высокая, до 1 сентября все завершают. И помимо этого у нас капремонты идут в районах, в районе тоже все успевают. Все мы помним первые учебные дни после летних каникул. Чистые, еще не заполненные строчками тетрадки. Сборка учебников в новенький портфель. У учащихся 16-й школы эта радость будет на порядок выше. Ведь их встретит обновленная и заново оснащенная школа. Виктория Готовцева, Илья Сыромятников, Якутск. Из Якутска стартовала республиканская экспедиция «Вахта Победы Якутия». В ближайшие 2 недели ее участники посетят Тампонский и Хангаласский районы, чтобы увековечить память героев Великой Отечественной войны и поддержать развитие поискового движения. Подробности в следующем сюжете. Программа экспедиции включает в себя поисковые мероприятия, посещение лагерей ГУЛАГ, мемориалов Алсиба, а также лекции и встречи, направленные на сохранение исторической памяти и укрепление патриотических ценностей. Экспедиция, она готовится не 1 год, уже 3-й год. Посвящена она 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это самое главное. Она как бы не поисковая, а ближе как военно-патриотическая. Пока вот погода самая хорошая, мы хотим до этого успеть. И 2 числа, 2 сентября, памятная дата, и подвести итоги. Сделать круглый стол вот этих всех мероприятий. Ну, у нас вроде все по плану, все нормально должно. Особенностью экспедиции является сплочение поколений. В ней участвуют не только подрастающее поколение, но и дети войны, ветераны боевых действий в Афганистане, Северокавказском регионе и специальной военной операции. Основной целью путешествия является сохранение памяти защитников Отечества и укрепление патриотических ценностей. Хочется, чтобы вот ребята после самого мероприятия об этом рассказывали тоже своим сверстникам. Все-таки как-то постараться сделать так, чтобы не только ребята воспринимали вот информацию из социальных сетей, а своими руками как-то что-то делали, новость, вот этот контент так называемый, да, и как-то, может быть, детокс какой-то будет, там связь не ловит. Надеемся, что ребята поговорят, пообщаются, и очень много таких хороших впечатлений будет. Своими ожиданиями делятся и участники экспедиции. Многие из них подчеркивают, что вахта памяти – это хорошая возможность соприкоснуться с историей Родины. Сразу согласились, так как проект очень интересный, познавательный. Больше мы будем, конечно, коснуться к истории, да? И, конечно, ожидаем все самое интересное. Посетим красивые места, это во-первых, да? И во-вторых, конечно, прикоснемся к истории. Экспедиция «Вахта Победы Якутия» в республике проводится впервые. В рамках мероприятия участники побывают в Тампонском и Хангаласском районах. Итоги будут подведены 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны. Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Владимир Павлов, Якутск. Побеждать, открывая для себя новое, таково кредо победителя чемпионата «Лучший по профессии Алроса-2025» в компетенции обслуживания и ремонт технологического оборудования. Дмитрий Мароченко уже становился лучшим на главном чемпионате профмастерства 2 года назад, а в этот раз показал себя в новой области. Подробности в сюжете далее. Прикрутить, открутить, закрутить. Работа слесаря от металлических деталей неотделима. Однако ловких рук тут недостаточно. Без опыта и знаний сложный чертеж, по которому нужно выполнить работу, что книга на эльфийском языке. Оправку сюда поставите, заварите. И шайбу тоже поставите, заварите и домкратом опрессуете, хорошо? Хорошо. Но для Дмитрия Мароченко это часть рабочей рутины. Дважды слесарь МНГОК доказал, он в своем деле лучший. В 2023 году победил в чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Тогда предстояло показать мастерство в области горно-шахтного оборудования. А в этом году попробовал себя в смежной компетенции – оборудовании технологическом. На обогатительной фабрике Айхальского комбината пришлось иметь дело с центровкой полумуфт, посадкой втулки, высверливанием заломки и созданием эскиза. Мароченко Дмитрий. Извиняюсь, Дмитрий. 3 года труда на обогатительном комплексе помогли. Опытный чемпион достойно прошел испытания и получил гордое звание «двукратный», увенчавшее и работу с шахтным оборудованием, и многочисленные техосмотры. Для нас нету тяжелого, мы делаем все. Сегодня делали гидроцилиндр. Он был на конкурсе по ГШО.
мы тоже с этим сталкиваемся. Делаем, ремонтируем. Также делаем редуктора. Редуктор был у нас на отборочном этапе. Собрать придаточное число. Поэтому мы все это знаем, рассчитываем, читаем. Умелым рукам не важно, где работать – в привычном цехе или на главном корпоративном чемпионате профмастерства. Особенно, когда руками управляет пытливый ум. Как бы сразу проявил себя, как бы все умеет, все делает, все работает, все грамотно делает. И вникает, и пытается тоже сам узнать, что да как. Тоже вот оставался за меня. Всегда у меня участок на высоте был. Как я оставлял, так и было, даже лучше стало. Демонтируем уплотнение, чтобы заменить. Вытачиваем сами здесь в РСЦ. Сниму, приглашу технолога. Технолог придет, снимет размеры, сделаю чертеж, отдаем другой участок, изготавливаем и заменяем таким образом. На Мирнинско-Нюрбинский комбинат Дмитрий пришел после первой победы в чемпионате профмастерства и быстро получил признание от коллег. Работы у слесарей на предприятиях «Алроса» достаточно, и чемпионаты профмастерства показывают, им по плечу любые вызовы – и отрисовка эскиза болта, и ремонт шахтного бура. Елизавета Седых, Анна Ильчук, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». Лето в Якутске – время не только для отдыха, но и для заботы о здоровье. В городе продолжается масштабная акция «Здравосмотр», предоставляющая бесплатные медицинские услуги для всех желающих. В рамках такой своеобразной диспансеризации расписан каждый день. Вместе с жителями и гостями столицы «Здравосмотр» прошла и моя коллега Надежда Саханская. Круглый год парк культуры и отдыха живет своей самой активной жизнью. Летом здесь есть всевозможные аттракционы. В межсезонье можно прийти подышать в сосняке и наполниться фитонцидами, а зимой проложить лыжню. Но на самом деле в последние 2 недели лета можно воспользоваться еще одним аттракционом, так скажем, для взрослых, потому что здесь, на территории лесной библиотеки, обосновался здравосмотр. В этих очередях тоже можно услышать классический вопрос «Кто последний?». Курирует выездной медосмотр Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Фишка его в том, что такие мероприятия проводятся по всей республике и обязательно в общественных местах. За время действия акции обследования прошли более 4000 якутян. По различным дням недели, то есть разные организации, они проводят свои профилактические диагностические мероприятия. По понедельникам здесь находимся мы, Центр здоровья. По вторникам приходят брать анализы на ВИЧ, гепатит, сифилис. Среда – это также Центр здоровья проводит мастер-классы для детей, а также квизы, различные игры, направленные на здоровый образ жизни, поддержание его. И по четвергам, значит, здесь также проводятся мастер-классы, которые направлены на укрепление здоровья суставов, костно-мышечной системы. Можно получить консультацию инструктора ЛФК. По пятницам же у нас проходит здесь консультация врача-дерматолога. Можно пройти дерматоскопию. Сегодня понедельник, день общего осмотра. На повестке у пациентов бесплатная проверка здоровья примерно за час. В комплексный осмотр также входит спирометрия, где можно выяснить свой объем легких и оценить работу дыхательной системы организма. Такие узконаправленные анализы выявляют риск возникновения патологий, многие из которых возникают из-за не совсем здорового образа жизни. В частности, курение, которое из баловства может превратиться в плотную зависимость, где не обойтись без работы специалиста. Ну, в основном, если я работаю с курильщиками, и если есть у человека желание, то записывают на долгосрочную работу. И если у человека есть желание, он также может записаться на консультацию. Найти выездную медбригаду несложно. При входе в парк поворачиваем, идем налево, прямо противоположно от колеса обозрения. Минуем фудкорт и оказываемся в лесной зоне. Смотрим еще раз налево, и вы уже на месте. Акция проходит ежедневно с 14 до 20 часов. Получить бесплатные медицинские услуги без предварительной записи узких специалистов можно вплоть до 30 августа. Надежда Саханская, Владимир Павлов, Якутск.
1 миллион рублей могут выиграть якутянки в конкурсе «Мама-предприниматель». В Якутске проходит региональный этап федеральной программы поддержки женского предпринимательства. Со всех районов республики поступило свыше 100 заявок. Участницу ждет 5 дней образовательного интенсива, встречи с успешными женщинами-предпринимателями, различные тренинги, разработка и защита бизнес-проекта перед комиссией. На этой неделе участницы будут улучшать свои предпринимательские навыки, дорабатывать бизнес-идеи, консультироваться с экспертами и разрабатывать собственные бизнес-планы. Сегодня первый день, прошло полдня. Я в дичайшем восторге. Я даже сама искала бизнес-форум какой-нибудь, чтобы съездить. Здесь все бесплатно дается и очень много информации. То есть за полдня мы и поиграли, и много уже знаний в голове, и уже с той идеей, которой я приехала, она у меня уже немножко изменилась. То есть уже на бизнес-план буду представлять немножко с другой идеей. Юные спортсменки из Якутии Сардана Сутакова и Уйгулана Антоева триумфально выступили на Кубке мэра Москвы по гонкам дронов. Девушки завоевали бронзовые медали в личном и командном зачетах, впервые принеся республике награды всероссийского уровня в этом виде спорта. Отбор на соревнования был серьезным. Из 472 спортсменов в финал вышли только 8 в личных и 4 команды в командных дисциплинах. 21 августа в Москве начнет свою работу 4-й международный детский культурный форум. Ежегодно мероприятие собирает более 3000 участников из 9 стран и 88 регионов России. На форуме примут участие 12 талантливых школьников из Якутска, Хандаги, Покровска, Алекмы, Ленска, Вилюйска и Чурапчи. Ребята прошли в мае предварительный конкурсный отбор, представили видеовизитку и портфолио по таким творческим направлениям, как музыка, хореография, кино и анимация, театр и цирк, литература и журналистика, музей и изобразительное искусство. Юные таланты встретятся с именитыми деятелями и профессионалами в разных отраслях, от которых узнают о детском волонтерстве, кастингах в кино, современных медиа, интересные факты о театральном, исполнительском и музыкальном искусстве. Это будет более 70 мероприятий, мастер-классов, встречи со знаменитостями. И ребята, самое главное, чтобы ребята познакомились друг с другом. Форум был создан по указу Владимира Владимировича Путина в 2020 году. И первая делегация составила из 7 детей. На данный момент из 7 детей все поступили в высшие учебные заведения. Уже 19 лет в Южной Якутии звучат аккорды дружбы и авторской песни. Фестиваль «Берег дружбы» вновь собрал ценителей душевной музыки в Томмоте. Подробнее далее. Столько лет пролетело внезапно, от палаток до белых домов. Вместе с городом мы повзрослели, у реки, у таежных костров. За несколько дней Томмот вновь стал местом притяжения для тех, кто живет авторской песней. Здесь прошел 19-й фестиваль бардовской песни «Берег дружбы», одно из самых душевных музыкальных событий в Южной Якутии. Сейчас фестиваль вышел в такой возраст, 19-й фестиваль, 19 лет, в следующем году 20. И, конечно, мы сейчас должны быть все-таки более тонко работать с людьми, которые разделяют ценности бардовской песни. Фестиваль – это одновременно и конкурс, и место встречи. Сюда возвращаются из года в год. Кто-то приезжает впервые, а кто-то не пропустил ни одного. Татьяна среди тех, кто стоял у истоков «Берега дружбы». 19 лет подряд она здесь. И как участница, и как человек, который приезжает за внутренним теплом. Ну и также все, в общем-то, молодежь поет о молодости. Очень хорошо, что звучат старинные песни здесь, какие-то популярные группы. На фестивале появляются и те, кто только начинает свой путь. Наиля Никифорова приезжает сюда 4-й раз. Раньше она была просто зрителем, а в этом году впервые решилась заявиться в номинации «Автор». Я всегда после первого раза, когда меня поразило вообще вот это сказочное место, сказочные чувства, меня зарядил вот огонь вот этого костра, это первое яркое впечатление, он мне подарил энергию.
Особое место на фестивале занимают семейные участники. Яркий пример – семья Пузиковых из Нерюнгри. Они приезжают на фестиваль втроем – мама, папа и дочка. И каждый год становятся лауреатами сразу в нескольких номинациях – автор, ансамбль и дуэт. Для нас фестиваль – это, наверное, все и отдушина, и проявить себя, показать себя, послушать других. Мы здесь познакомились со многими очень и дружим, и общаемся, и с ожиданием всегда ждем каждый год, каждый фестиваль. Фестиваль завершился, победители награждены, сцена опустела. Но «Берег дружбы» — это не только конкурс, это пространство, где оживает авторская песня, где встречаются единомышленники и где каждый год рождается новая история. В следующем году фестиваль отметит юбилей — 20 лет. А пока участники уезжают с чувством, что бадовская песня — это надолго. И это про каждого из них. Олеся Котовщикова, Ренат Нахиев, Томот. 30 августа Алекминск отмечает 390-летие со дня основания. Основателем города считают казака Петра Бекетова, чье имя носит одна из улиц города. В честь праздника жители улицы решили возродить традицию совместных районных мероприятий. Подробности у Елены Фаст. Шкварчит яичница. Оживленно переговариваются между собой старожилы. На улице Бекетова праздник, как раньше. Сегодня праздник нашей улицы, и я здесь родилась, и мне уже 65 лет, и я такая счастливая и довольная. И на прошлом была, и на этом, и мне всегда здесь хорошо и уютно. Историческая суть важна, но еще важнее, как люди пронесли любовь и уважение к своей улице. А именовалась она по-разному. Весенняя, потом была дачная, потом Бекетова стала. Чем эта улица интересна? Что в ней особенного? Не знаю, все мы как-то дружные. Субботник, да, субботник выходим. Вместе на берегу купаемся летом особенно. Деревья посадили с этой стороны, вот они остались, а когда какие раньше были традиции? Калитовали, да, ходили на Новый год, ходили, ребятишки собирались, одевали костюмы и по дворам. Сейчас так вот не ходят уже. То есть прям калитовали по Да, прямо ходили. И все рады были, принимали, маски делали сами. Но вот так же, со смехом, песнями встречались все вместе, по условному коду. Мы с Бекетова. Я здесь выросла на этой улице. У нас улица самая лучшая на свете. Когда кому-то плохо, вот мне вот сейчас на данный момент не так уж и хорошо, вся улица бежит. И кормят, и помогают. Ну, то есть мы все так. Вот если у кого-то тяжело, все идем и помогаем друг другу. Как раньше было, так и сейчас. Раньше детство вот у нас было очень интересное. Улица у нас шумела, играли в разные игры. В рамках юбилея города решено возобновить такие уютные, почти семейные посиделки, а для новоселов установить памятную доску. Те коротко повествуют, кто же это такой Петр Бекетов. Возродить ту славную традицию этой улицы, когда здесь соседями и отмечали радостные, печальные события, но всегда были вместе дружны, вместе благоустраивались, вместе наводили порядок и вместе вообще жили как дружные соседи. Можно закатать улицу в современное покрытие, украсить фонарями, но если не будет там вот такой безусловной любви к своему дому, то уйдет с улицы душа. А она живет вот с такими людьми. Елена Фаст, Алекминск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий, но на этом я с вами прощаюсь. Хороших выходных.